Рабочая репетиция этих див песенного искусства проходит в теплой, уютной обстановке. На прогон своего репертуара участницы ансамбля русской песни «Уралочка-Мироколица» спешат, отрываясь кто от работы, кто от домашних хлопот. Потому здесь, на наших героинях, вы не увидите привычных сценических расписных нарядов. В миру они такие, как все, женщины 21 века, которые совмещают свои обязанности с творчеством. На днях звезды народной песни вернулись с международного фестиваля национальных культур «Берземлек», проходившего в Белокотайском районе, где стали лауреатами 3-й степени. Мы существуем 2,5 года. И была такая у нас смелость 2 года назад поехать в Белокотай. Хотя мы существовали тогда только 4 месяца, научились петь на несколько многоголосие петь и поехали. И выступив там, получив диплом за участие, мы дали себе слово вернуться и сделать все как надо. Мы поняли, что работа большая предстоит, и мы занялись. Как утверждают сами участницы коллектива, если посчитать все дни отдыха без репетиций и встреч за 2,5 года существования ансамбля, то, возможно, наберется всего месяц. Как говорит Татьяна Борисовна, это все творческий голод. И, конечно же, долгие часы распевок дают свои плоды. За столь небольшой срок существования коллектив уже имеет свою стабильную армию поклонников. И хотим сказать зрителям нашим, что у нас зреют проекты, что обязательно мы с ними скоро встретимся. Мы поем замечательные песни. Девочки выбирают репертуар, они приносят их сюда, песни мы рассматриваем, принимаем. Но главное же душой принять и посмотреть, что за характер, что за образ. Действительно, репетиции – это еще не все, что обеспечивает успех. Одна из важных составляющих душевного выступления артистов – это правильно подобранный репертуар. Как признаются наши героини, в русских песнях отражена вся женская судьба. Помимо всего прочего, у многих из участниц коллектива любовь к данному творчеству еще с детства и ассоциируется с семьей и родственниками. И потому песни ансамбля «Уралочка», выбранные для выступления, так метко бьют в сердце слушателя и оставляют теплый след еще на долгое время. Бабушка пела очень хорошо, и мама пела песни. И вот я с детства, как бы слыша мамин голос, ее песни, она меня учила, собственно, и петь эти песни. Некоторые песни даже я вот принесла сюда в ансамбль, и мы поем эти песни. Вот. Мне говорят, вот ты это, почему не поешь на башкирском языке и все такое, в общем. А мне, например, у нас в семье, у меня и отец пел, он, конечно, рано умер, но тоже вот русские песни. Почему-то всегда русские песни, и это, звучали дома. За 2,5 года существования коллектив уже может похвастать немалым количеством завоеванных трофеев, грамоты и благодарственные письма, но и это не самые главные достижения ансамбля. «Уралочка-Мироколица» не просто душевные песни для всех зрителей, это самая настоящая семья. Каждая из участниц черпает здесь вдохновение для повседневных забот, а также утешение в тяжелые жизненные минуты. Я могу лично о себе сказать, что в самые трудные жизненные неурядицы именно ансамбль русской песни
помог мне выжить, даже выжить, потому что ой, когда случаются какие-то беды, трагедии, именно русская песня возвышает нас, одухотворяет нас, не дает нам упасть на дно. Она помогает нам во многих моментах. Я благодарна именно моему ансамблю, девочкам моим, которые поддерживали меня. И благодарю Бога, наверное, что в самые трудные жизненные ситуации и моменты русская песня, ансамбль помогли мне. Еще одним из важных аспектов творческой деятельности ансамбля русской песни «Уралочка» является то, что свои костюмы участницы шьют сами и на собственные средства. Прекрасные наряды, расписные платки, украшения – все эти важные атрибуты женского гардероба несут в себе сакральные моменты. Хотела бы сказать, как мы готовим наши костюмы. К 60-летию города наш город шил для нас очень красивые костюмы. Образ русской красивой женщины, очень женственный. И в этих костюмах мы и участвуем на городских мероприятиях. Также мы ездим на различные конкурсы. Кроме того, мы настолько заинтересовались фольклором, что уже начали изучать что-то, знаете, изучаем историю своего края, историю русского костюма, не только нашего края, но и других краев. И недавно мы сшили себе костюм, казачий костюм. Неиссякаемый поток энтузиазма и творческого потенциала. Коллектив русской песни в этом году на фестивале национальных культур защитил честь нашего города на международном уровне. Ведь помимо 60 коллективов из разных регионов России, на данное мероприятие попытать свои силы приехали артисты из 12 стран – Латвии, Китая, Мексики, Шри-Ланки, ЮАР и других. Наши героини на достигнутом останавливаться не собираются. Впереди еще много концертов, мероприятий, конкурсов и фестивалей. А значит, сибайские зрители еще не раз услышат знакомые, задушевные напевы «Уралочки».